Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев, и в начале выпуска коротко о главном. Правительство России поддержит сельское хозяйство. Какую сумму выделят отрасли, расскажем через минуту. Я настраивалась на позитивный лад, повторяя стихи, посвященные радости, весне. Североосетинские выпускники сдали первый ЕГЭ. Сегодня 11-классники решали экзаменационные задания по химии, литературе и географии. Здесь негде гулять. Мы боимся выпускать вообще на эту площадку детей. Испорченные скверы, заброшенные долгострои. Эксперты Народного фронта провели рейд по проблемным дворам во Владикавказе. Какие объекты посетили в этот раз? Больше 153 миллиардов рублей выделит правительство страны на поддержку сельского хозяйства. Средства позволят субсидировать около 19 тысяч ранее привлеченных займов. Льготный кредит выдается на 1 год, инвестиционный на срок от 2 до 15 лет. Премьер Михаил Мишустин заявил, что эти меры помогут отрасли и дальше успешно развиваться, решать задачи продовольственной безопасности. На 59-м заседании парламента депутаты рассмотрели изменения в Конституцию республики. В основном законе уточняются статус депутата, полномочия главы и правительства республики. А еще вносятся поправки в связи с упразднением Конституционного суда. Говорили и о санитарном состоянии улиц, затянувшемся ремонте дорог Владикавказа. Этим, по словам депутата Руслана Хадарцева, недовольны жители города. Обсудили и закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. С такой инициативой выступила прокуратура республики. Работодатели обяжут информировать службу занятости о наличии свободных и специальных рабочих мест, вакантных должностей для людей этой категории граждан. На заседании также вручили почетные грамоты парламента особо отличившимся специалистам в области образования и культуры. Борис Джанаев участвовал в заседании коллегии прокуратуры, на котором обсудили законность в сфере республиканского и муниципального нормотворчества. Премьер подчеркнул важность взаимодействия надзорного ведомства, органов исполнительной власти и местного самоуправления. В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора Северной Осетии Илья Иванов обозначил ряд проблем. По его словам, особого внимания требуют вопросы качества подготавливаемых проектов. На постоянном контроле регулирование социально значимых отношений, затрагивающих права граждан и хозяйствующих субъектов. По результатам заседания члены коллегии выработали меры повышения эффективности прокуратуры и региональных органов. Сегодня поднимается важный вопрос, направленный на повышение уровня законности в сфере республиканского, муниципального нормотворчества. Безусловно, нужно постоянно и кропотливо повышать уровень работы. Наша задача не допускать нарушений и в случае возникновения оперативно устранять. Принципиально важно как на республиканском, так и на муниципальном уровне оттачивать нормативную базу. Хочу поблагодарить сотрудников прокуратуры республики за профессиональный подход к работе и совместные действия, направленные на один результат. В Северной Осетии стартовал единый государственный экзамен. Заявление на участие подали больше 3500 выпускников. За соблюдением правил следили общественные и федеральные наблюдатели и специалисты Минобра. Сегодня 11-классники сдавали литературу, химию и географию. Продолжит тему Зара Соколоева. Выпускники начали собираться с самого утра. Ребята внимательно изучали списки, чтобы заранее найти свою аудиторию. Экзамен начался ровно в 10 утра. Несмотря на волнение, каждый нацелен на высокий результат. В математическом лицее сегодня сдали экзамен по русской литературе. Радмила Кайтукова этот предмет полюбила еще в детстве. Девочка хочет стать журналистом. Готовилась долго и основательно, поэтому не сомневается в успехе. Я готовилась без репетиторов сама, но мне очень сильно помогала моя учительница русского языка и литературы Светлана Казбековна. Она часто со мной занималась дополнительно после уроков, давала советы. Сегодня утром я
настраивалась на позитивный лад, повторяя стихи, посвященные радости, весне. К проведению экзамена в этом году привлекли 103 члена комиссии и больше 1000 организаторов. По их словам, важно правильно провести инструктаж. Так экзамен пройдет без сбоев. В начале экзамена мы провели детям полный инструктаж. Дети уже это все были подготовлены к этому всему заранее. Надеемся, что все пройдет спокойно, хорошо, без волнений. Прозрачность экзаменов обеспечивают общественные и федеральные наблюдатели, представители Министерства образования. А еще дежурят медицинские работники и психологи. Поддерживают выпускников родители и педагоги. Сегодня у Ирины Айларовой двойная миссия. Она пришла поддержать своих учеников, среди которых ее дочь. Сегодня я привезла с собой 3 учениц нашей школы. Каждая из них для меня как моя родная дочь. Я волнуюсь и переживаю за каждую из них. Чем я ей могла помочь как мать и учитель? Это тем, что подсказать, как готовиться надо. То есть не надо сразу осваивать большой объем материала. Подготовка к ЕГЭ – это системная работа, когда ты ежедневно уделяешь какое-то определенное время данному предмету. Когда ты читаешь литературу, когда ты слушаешь вебинары. Задания ЕГЭ создавали, опираясь на пройденный материал. Поэтому, по словам министра образования и науки Республики Эллы Алибековой, трудностей возникать не должно. Наши дети в этом году проходили тренировочные экзамены по русскому языку и математике. И для них уже сама процедура максимально знакома. Задания практикоориентированы. Вот раньше говорили о том, что насколько знания отражают их, насколько они могут быть использованы. Вот как раз в этом году особенность заключается в том, что все задания, они практикоориентированы. Обучающиеся готовы. Ключевая задача сейчас, чтобы экзамен прошел объективно. Для этого, соответственно, тоже все условия созданы, чтобы обучающиеся имели равные права. Для ЕГЭ задействовали 17 пунктов проведения на базе школы. Участники с ограниченными возможностями здоровья сдали экзамен на дому. Сегодня выпускники сдают литературу, химию и географию. Всего в республике на ЕГЭ заявили 973 человека. Из них 646 сдают экзамен по химии, 236 по литературе и 91 по географии. Впереди у ребят еще обязательные предметы – математика и русский язык. От успешной сдачи зависит получение аттестата. Зара Соколоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. В День российского предпринимательства во Владикавказе провели региональный молодежный форум и подвели итоги конкурса «Лидер молодежного предпринимательства». Цель – вовлечь молодежь в занятие бизнесом и развить потенциал сферы. Мероприятие провели в рамках нацпроекта. Организаторы – Фонд поддержки предпринимательства при содействии Минэко России и Северной Осетии. Это очень, так скажем, значимое мероприятие, молодежное предпринимательство, особенно в условиях, когда мы испытываем санкционное давление, когда рынок не определен, когда предприниматели находятся в положении поиска и поставщиков сырья, и новых рынков сбыта, и адаптируются к новым условиям, и в том числе валютного регулирования. Поэтому этот форум, мы ему придаем большое значение. Перед пожароопасным сезоном сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Говорят с населением о пожарной безопасности и о том, как важно ее соблюдать. Осторожно обращаться с огнем, не жечь сухие листья и траву. Жителям раздали памятки и инструкции. Такие рейды будут проводить во всех садоводческих товариществах Владикавказа. Инструктируем население о недопустимости сжигания сухой травянистой растительности, листьев, разжигания костров на территории садоводчества. Относятся с пониманием, потому что мы им объясняем, что в случае каких-то обстоятельств, то есть устоявшейся жаркой погоды, ветра, это все может привести к серьезным последствиям, то есть повреждению чужого. Трава по колено, разбитые тротуары, заброшенные долгострои. Со своими жалобами жители Владикавказа регулярно обращаются в Народный фронт. Активисты реагируют оперативно. В этот раз они проверили дворовые территории. Их состояние вызвало немало вопросов. Нарушения зафиксировали, их передадут в надзорные органы и будут следить за устранением. Тему продолжит Сабина Гатагова.
Еще 3 года назад это был благоустроенный сквер с лавочками и цветами. Местные жители любили здесь отдыхать. А теперь трава по колено, амброзия и даже клещи. А это все, что осталось от тротуара. По нему даже пройти сложно. Люди пытаются своими силами поддерживать порядок. Вот видите, какой высоты она уже была, эта трава. А сейчас и жуки всякие, все, и детей боятся. И у нас была очень красивая площадка вот эта. Цветы сажали, родители, женщины гуляли с детьми. А сейчас они боятся из-за этого с детьми гулять. А на улице Пожарского другая проблема. Здесь по программе переселения снесли аварийный дом. А вот здание электроподстанции осталось. Рядом детская площадка. И такое соседство пугает людей. Здесь негде гулять. Мы боимся выпускать вообще на эту площадку детей. Мы бы хотели найти собственника этого здания и чтобы его демонтировали. Чтобы мы хоть как-то в какой-то безопасности жили в нашем дворе. Мы обращались в электросети, в Россети, в госимущество, в администрацию. Мы обращались в комитет по благоустройству дворов. И нигде, ни в каком отделе, ни в каком комитете нам никакого ответа не дали. Следующий пункт активистов – улица Владикавказская. Здесь сразу 2 старые проблемы. Этот дом начали строить еще 20 лет назад, но осилили всего 2 этажа. Там постоянно собираются сомнительные компании, а рядом еще один долгострой. Фундамент давно зарос травой. Там водятся крысы и даже змеи. Во все инстанции мы писали. Нам отказывают в том, что надо сделать детскую площадку, надо сделать дорогу подъездную, правильно я говорю? Надо поставить фонари. У нас темень невозможная по ночам бывает. Эксперты Народного фронта зафиксировали каждую жалобу и пообещали жителям заняться проблемами в ближайшее время. Задача сейчас обратиться в администрацию города. Мы уже оповестили Министерство ЖКХ, что мы обращаем как куратора по вопросам деятельности этой сферы, Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики, и настоятельно требуем, вот слово не просим, а требуем, чтобы в городе в конце концов разобрать, что у них находится. То есть вот создать карту проблемных зон, уж тем более, когда им подсказывают жители. И таких дворов во Владикавказе много. Активисты Народного фронта продолжат рейды, будут добиваться благоприятных и комфортных условий для жителей. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. В СКГМИ стартовала 4-я всероссийская практическая конференция «Современные научно-технические и гуманитарные исследования. Актуальные вопросы, достижения и инновации». В первый день с пленарными докладами выступили участники Совета молодых ученых, студенты и преподаватели института. Всего конференция продлится 3 дня. На факультетах проведут практические занятия, конкурсы и круглые столы. Главная цель – помочь студентам сделать первые серьезные шаги в науке и продолжить работу над уже имеющимися разработками и открытиями. Также в рамках конференции своим опытом поделятся приглашенные спикеры и специалисты. Сегодняшнее мероприятие, оно очень отличается от того, что мы делали ранее, потому что в основном мы задействовали молодые ученые, молодых представителей наших, так сказать, сообщества педагогического, и это молодые преподаватели, и студенты, и аспиранты и так далее. И доклады в секциях именно им представили для того, чтобы у них была возможность показать себя и рассказать о том, чем они занимаются. Мы пригласили людей, чтобы у них была возможность пообщаться с людьми, которые в их направлениях достигли хороших каких-то результатов, успехов. Студенты торгово-экономического колледжа завоевали 4 первых места на конкурсе образовательных и научных организаций. Он проходил в Москве с 18 по 19 мая. Ребята представили работы в уголовно-правовой и социальной сфере. Доклады высоко оценили члены комиссии. Конкурс ежегодный, и каждый раз студенты возвращаются с призовыми местами. Победителям и преподавателю вручили сертификаты и золотые отличительные знаки. На момент конкурса впечатления остались только положительные. Организация конкурса была на высшем уровне. Конкурс с боевым настроем ожидал только 1 место. Работы были рекомендованы к заслушиванию на местном уровне. Мы проводим сейчас переговоры с соответствующими комитетами в правительстве, для того, чтобы как-то ребят поощрить, и для того, чтобы эти работы не остались незамеченными.
Кикбоксинг, самбо, армейский рукопашный бой и еще около 10 дисциплин. Всероссийские игры боевых искусств собирают молодых и перспективных спортсменов от 10 до 18 лет. В этом году участвуют почти 80 регионов. Среди них и Северная Осетия. Наша сборная победила в прошлом году, настроена забрать золото и в этот раз. Моя коллега Алина Цгоева расскажет подробнее. Не реагировать на конфликтные ситуации, но в случае чего уметь за себя постоять. Георгий пришел в зал джиу-джитсу именно для этого. Думал, что не затянет, а по итогу остался. Занимается 4 года и даже участвовал в соревнованиях. Играл чемпионат республики и прошел отбор на чемпионат России. Потом после России прошел отбор на чемпионат мира. Кажется, одно движение, соперница повержена. Для 7-летней Агнесы тренировки на ковре такие же, как и ее первые соревнования, на которых еще немного и смогла бы выйти лидером. Недочет исправляет вот так в паре с подругой, да и в целом ее успехами тренер доволен. Хотя еще недавно девочку было легко застать врасплох. Заработала 3-е место. У меня было 2 соперника. Одна была, я думаю, тоже примерно как я, а вторая чуть старше меня была. Первая девочка, она была тоже очень сильная, но она выиграла в первом бою. Когда я соревновалась со второй девочкой, у меня получилось сделать мельницу. Не быть в меньшинстве среди мальчиков, даже если те физически сильнее. У тренера свой принцип воспитания девочек-спортсменок. Быть наравне сложно, но у подопечных Артура Детоева получается. Да и вообще все ребята в зале демонстрируют мастерство. Но только самые способные попадут в сборную региона и представят Осетию на федеральном уровне. Они необходимы в нашей республике, нашим спортсменам. Во-первых, это дополнительное мероприятие, которое позволяет обкатывать и повышать свое мастерство нашим спортсменам. Соревнований получается не так много, и каждую возможность надо использовать для этого. И пусть мировые турниры временно закрыты, для наших чемпионов свое мастерство они повышают и продолжают следить за соперниками. Предстоящие 14-е Всероссийские игры боевых искусств сведут юношей и девушек из 78 регионов страны. Соревноваться будут в разных дисциплинах: кикбоксинг, восточное единоборство, самбо, армейский рукопашный бой. Наши ребята победили в прошлом году и сейчас полны готовности повторить успех. Алина Цгоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.